Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к новостям к этому часу. В связи с празднованием государственной независимости Республики Таджикистан на имя президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Оли Рахмона, поступают поздравительные послания и телеграммы руководителей государств и правительств зарубежных стран, международных организаций, а также видных политических, государственных и общественных деятелей. Ваше превосходительство, примите мои поздравления по случаю Дня независимости. Национальные праздники одновременно предоставляют нам возможность подумать о совместных глобальных проблемах. Международное сообщество сегодня сталкивается с возрастающей повесткой испытаний от климатического кризиса до конфликтов и увеличения неравенства, решения которых возможно только в многостороннем формате. Именно такой дух воплощает в себе пакт будущего. Этот судьбоносный документ, принятый в прошлом году Генеральной Ассамблеей ООН, основан на необходимости укрепления многополярности, продвижения мира, устойчивого развития и гуманитарного права для всех людей. В этот светлый день еще раз выражаю свои наилучшие пожелания народу Республики Таджикистан. Прошу принять ваше превосходительство, мои уверения в самом высоком к вам уважении. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Ваше превосходительство, с большим удовлетворением выражаю вам ваше превосходительство, а также братскому народу Республики Таджикистан мои поздравления по благословенному случаю Дня государственной независимости Республики Таджикистан. Пакистан гордится прочными братскими узами дружбы и сотрудничества с Таджикистаном, которые последовательно укрепляются под вашим дальновидным и мудрым руководством. С искренними чувствами вспоминаю свой визит в Душанбе в мае текущего года, а также теплую конструктивную встречу с вами на полях заседания ШОС в городе Тяньсине. В ходе этих встреч мы провели содержательные и нацеленные на перспективу обмен мнениями, наметили новые пути повышения уровня взаимодействия с тем, чтобы наши братские связи превратились в реальное многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество. Как я и сказал вам в Тяньсине, вызывает удовлетворение то, что соглашение о стратегическом партнерстве, которое было подписано в прошлом году, уже положило начало конкретным весовым результатам. В этом контексте выражаю уверенность в том, что мы в тесном сотрудничестве с вами, ваше превосходительство, выведем наши страны на новый этап взаимовыгодного сотрудничества, партнерства, придав импульс совместному процветанию наших народов. Пользуясь этой возможностью, выражаю вам, ваше превосходительство, свои наилучшие пожелания личного здоровья и счастья, а также искренне желаю братскому народу Таджикистана прочного мира, прогресса и процветания. Прошу принять ваше превосходительство, мои уверения в глубоком к вам уважении. Мухаммад Шахабоз Шариф, премьер-министр Исламской Республики Пакистан. Ваше превосходительство, от имени правительства Исламской Республики Пакистан и лично от себя с большим удовлетворением выражаю свои поздравления вам, ваше превосходительство, и народу Республики Таджикистан по случаю празднования 34-й годовщины государственной независимости. Пакистан ценит свои давние братские исторические прочные отношения с Таджикистаном, основанные на совместной вере, культурной взаимосвязанности и взаимном доверии. Отрадно, что наблюдается заметное последовательное развитие нашего сотрудничества в различных областях, в том числе в сферах торговли, энергетики, коммуникации и гуманитарных связей. Высокий уровень диалога руководства двух стран придает нашему сотрудничеству новую силу, еще больше усиливает нашу волю к укреплению связей. Уверен, что под вашим дальновидным руководством, ваше превосходительство, наши взаимодействия и впредь будут развиваться, внеся достойный вклад в дело укрепления регионального мира, стабильности и процветания. Пользуясь приятной возможностью, выражаю вам мои пожелания здоровья, счастья и долголетия братскому народу Таджикистана, желаю еще большего прогресса и процветания. Прошу принять ваше превосходительство, мои уверения в глубоком к вам уважении. Асиф Али Зардори, президент Исламской Республики Пакистан. Уважаемый господин президент, позвольте прежде всего поблагодарить вас за письмо, которое вы направили мне в связи с датой 14 июля. По случаю национального праздника Таджикистана имею в свою очередь удовлетворение выразить вам от себя лично и от имени французского народа самые искренние поздравления, а также пожелания счастья и процветания таджикскому народу. Таджикистан, заключив недавно прочный мир со своими соседями, направил мировому сообществу послание мира во имя сотрудничества между государствами и народами и уважения суверенитета каждого. Наше общее стремление к защите окружающей среды, в особенности ледников и полюсов, также имеет важное значение. Благодарю вас за участие в конференции ООН по вопросам океана и за наши плодотворные обмены в этой связи.
В русле десятилетия действий по криосферным наукам, которые мы вместе открыли в Ницце, вовлеченность в ближайшие недели французского фонда «Ледниковый мемориал» в международную научную миссию в Таджикистане является наглядным свидетельством силы нашего сотрудничества. Я желаю, чтобы мы продолжали укреплять политический и безопасный диалог между нашими двумя странами в контексте конфликтов в Украине и ситуации в Афганистане. Наши университетские и культурные партнерства также являются опорой наших отношений, который укрепляет проект «Альянс Франсес» в Душанбе. Я безмерно рад видеть стремление французских предприятий закрепиться в Таджикистане как надежные и долгосрочные партнеры в сферах энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства и туризма. Прошу вас принять, господин президент, уверение моего высокого уважения. Президент Французской Республики Эммануэль Макрон. Его превосходительству от имени Федерального совета Швейцарии и швейцарского народа позвольте выразить вам и вашим соотечественникам мои поздравления по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. Позвольте также передать мои наилучшие пожелания счастья и успешного будущего для вашей страны и ее граждан. Я рада тому, что наши страны продолжают поддерживать многосторонние отношения и уверены, что в последующие годы мы сможем их еще больше развивать. Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничества с Таджикистаном во время председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году. Позвольте также искренне поблагодарить вас за добрые пожелания по случаю Национального дня Швейцарии. Примите ваше превосходительство заверение в моем самом высоком уважении. Картин Келлер Зутер, президент Швейцарской конфедерации. Ваше превосходительство, уважаемый коллега, от имени грузинского народа и от себя лично сердечно поздравляю вас и уважаемый народ Таджикистана по случаю Дня независимости, который празднуется 9 сентября. Эта значимая дата в истории нашей страны является глубоким символом свободы, национальной гордости и устойчивой государственности. В этот день, в 1991 году, Таджикистан, провозгласив свою независимость, и встал на путь суверенного развития. Эта историческая веха ярко отражает свободолюбивый дух и непреклонную решимость таджикского народа построить сильное и независимое государство. Государство, которое сохраняет свое богатое культурное наследие и вековые традиции. Грузия высоко ценит дружественные отношения с Таджикистаном, основанные на взаимном уважении общих исторических традициях и совпадении национальных интересов. Я убежден, что в связи с сотрудничеством между нашими странами будут и далее углубляться и крепнуть, сопутствуя благополучию наших народов и реализации наших общих стремлений. Ваше превосходительство, желаю вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в вашей ответственной деятельности. Дружественному народу Таджикистана желаю прочного мира, процветания и дальнейшего прогресса. Президент Грузии Михаил Кавилашвили. Ваше превосходительство, от имени правительства народа Индии, от своего имени передаю вам ваше превосходительство, а также дружественному народу Республики Таджикистан теплые приветствия и поздравления по случаю 34-й годовщины Дня государственной независимости. Наше государство связывает прочные узы дружбы, основанные на богатых культурных и исторических связях. С уверенным взглядом в будущее я полностью убежден, что наше сотрудничество на двустороннем и региональном уровнях, а также в рамках многосторонних организаций будет и впредь развиваться, способствуя укреплению мира, безопасности и общего прогресса. В этот радостный день желаю вашему превосходительству крепкого здоровья и благополучия, а всему народу Таджикистана постоянного развития, процветания мира и спокойствия. Прошу принять ваше превосходительство уверение в моем глубоком уважении. Президент Республики Индия Драупади Мурму. Уважаемый господин президент, с большим удовольствием по случаю национального праздника Дня независимости Республики Таджикистан от имени граждан Республики Сербия и от своего имени направляю вам сердечные поздравления и наилучшие пожелания дальнейшего процветания вашей стране и благосостояния ее граждан. Я искренне верю, что на основе традиционно дружественных отношений мы продолжим последовательно содействовать дальнейшему укреплению и развитию всестороннего сотрудничества между Республикой Сербия и Республикой Таджикистан. Пользуясь этим случаем, чтобы выразить глубокую благодарность Республике Таджикистан за принципиальную поддержку и сохранение территориальной целостности и суверенитета Республики Сербия, что свидетельствует о приверженности нашей страны соблюдению основных принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Примите уважение, господин президент, уверение в моем особом к вам уважении. Президент Республики Сербия Александр Вучич.
Ваше превосходительство, прошу вас принять мои сердечные поздравления и благопожелания вам и народу Республики Таджикистан для мира, прогресса и процветания по случаю национального праздника страны 9 сентября, День независимости. Республика Болгария высоко ценит конструктивный характер своих отношений с Республикой Таджикистан и ваш вклад в обеспечение безопасности, стабильности, добрососедства и устойчивого развития в регионе Центральной Азии. В контексте стратегии Евросоюза для Центральной Азии 2019 года и подъема отношений Евросоюза со странами Центральной Азии на уровень стратегического партнерства, Болгария и в будущем будет поддерживать развитие отношений между Евросоюзом и Республикой Таджикистан, что является тоже важным стимулом развертывания существенного потенциала для сотрудничества между нашими странами в ряде перспективных направлений. Отправляю свои наилучшие пожелания процветания и благоденствия народу Республики Таджикистан. Желаю вам лично крепкого здоровья и успехов в вашей высокоответственной работе. Прошу вас принять ваше превосходительство уверения в моем самом высоком к вам почтении. Президент Республики Болгария Румен Радев. Уважаемый господин президент, по случаю Дня независимости Республики Таджикистан, позвольте от имени граждан Республики Словения и от себя лично выразить искренние поздравления и наилучшие пожелания всестороннего прогресса, процветания и прочного мира вашей стране и всем ее жителям. Пользуясь случаем, я хотела бы выразить искренние пожелания дальнейшего успешного развития и укрепления дружественного сотрудничества между Словенией и Таджикистаном как на двустороннем уровне, так и в рамках международных и региональных форумов. Убеждена, что регулярные контакты и совместные усилия будут способствовать укреплению мира, стабильности и взаимопонимания между нашими двумя странами, а также на международной арене в целом. Уважаемый господин президент, прошу вас принять уверение в моем глубочайшем уважении. Президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар. Его превосходительству господину Эмомали Рахмону, президенту Республики Таджикистан. Как президент Ирландии от имени народа Ирландии, позвольте мне передать вашему превосходительству и народу Республики Таджикистан искренние поздравления и самые теплые приветствия по случаю Национального дня. Пусть наступившее время принесет мир, благополучие и счастье народу Республики Таджикистан. Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс. Ваше превосходительство, в честь Дня независимости Республики Таджикистан передаю вам и народу Таджикистана самые теплые поздравления и искренние пожелания мира, процветания и дальнейшего прогресса. Этот день является возможностью осмыслить путь Таджикистана к суверенитету и самобытности. Молдова ценит наши отношения, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве. И я уверен, что наш диалог будет продолжать укрепляться, служа на благо наших граждан и региональной стабильности. Примите ваше превосходительство заверение в моем самом высоком уважении. Президент Республики Молдова Майя Санду. Его превосходительство Эмомали Рахмону, президенту Республики Таджикистан. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху. Для меня огромная честь и удовольствие выразить вашему превосходительству мои самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. Пользуясь благоприятным случаем, желаю вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а вашей стране прогресса и процветания. Король королевства Бахрейн Хамад бин Исо Оли Халифа. Его превосходительству Эмомали Рахмону, президенту Республики Таджикистан. Для нас большая радость передать вам, ваше превосходительство, наши искренние поздравления по случаю праздника государственной независимости. Пользуясь случаем, желаю вам, ваше превосходительство, счастья и крепкого здоровья, а дружественному народу Таджикистана дальнейшего прогресса и процветания. Султан султаната Аман Хайсам ибн Тарик Аль-Саид. Ваше превосходительство, от имени правительства и народа Шри-Ланки позвольте выразить вам, правительству и народу Республики Таджикистан, самые искренние поздравления по случаю Национального дня вашей страны. В эти торжественные минуты, когда Таджикистан отмечает это важное событие, хочу выразить глубокую признательность Шри-Ланке за прочную дружбу и тесное сотрудничество на протяжении многих лет, являющееся отличительной чертой отношений наших государств. Я убежден, что наше партнерство и последующие годы будет и далее укрепляться. В этой связи хочу высоко оценить ваше дальновидное руководство, ваше превосходительство, которое направляет Таджикистан на путь прогресса и процветания. Искренне желаю, чтобы Республика Таджикистан достигла все новых вершин успеха, а узы дружбы между нашими странами становились еще крепче. Прошу принять ваше превосходительство уверение
в моем глубочайшем уважении, а также наилучшие пожелания крепкого здоровья и благополучия вам лично и дальнейшего развития процветания народу Республики Таджикистан. Анура Кумара Дисанаяки, президент Демократической социалистической республики Шри-Ланка. Его превосходительству господину Эмомали Рахмону, президенту Республики Таджикистан. По случаю празднования Дня независимости Республики Таджикистан, позвольте от имени народа и правительства Кубы передать вам сердечные поздравления, которые я также адресую таджикскому народу. Вновь подтверждаю нашу волю развивать узы дружбы и сотрудничества между двумя странами. Примите свидетельство моего высочайшего почтения и уважения. Мигель Диас-Канел Бермудес, президент Республики Куба. Президенту Республики Таджикистан, его превосходительству господину Эмомали Рахмону. По случаю Дня независимости Республики Таджикистан передаю вам и в вашем лице правительству и народу вашей страны поздравления и пожелания успехов в вашей деятельности на благо развития и процветания страны. Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Поздравительные телеграммы также поступили от имени капитан-регентов Сан-Марино Денизе Бранцетти и Итало Риги, а также генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Асада Хана. И поздравительные послания и телеграммы в адрес лидера нации продолжают поступать. Мы продолжаем программу. В Высшем пограничном институте состоялась просветительская конференция, организованная по инициативе Исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана района Исмоили-Сомони. В мероприятии приняли участие представители партии района и города Душанбе. В рамках плана мероприятий Исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана района Исмоили-Сомони, посвященных празднованию Дня государственной независимости, в Высшем пограничном институте Государственного комитета национальной безопасности состоялось торжественное собрание с праздничным угощением. Мероприятие началось с исполнения государственного гимна Республики Таджикистан. Затем представители Центрального исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана поздравили участников с 34-й годовщиной независимости страны. В своих выступлениях они подчеркнули, что лидер нации, президент Республики Таджикистан и председатель Народно-демократической партии Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, в ежегодном послании Маджлиси Оли отмечает: действительность и события мирового сообщества предупреждают каждого из нас не терять политическую проницательность, сохранять постоянную готовность, высокое чувство патриотизма, самосознания и защищать ценности независимости. Особое внимание было уделено роли вооруженных сил, которые с первых дней независимости стали надежным щитом государства, пройдя сложный путь становления и сегодня обеспечения безопасности Родины и защиту ее границ. Выступающие также отметили, что главный урок трудных лет – это осознание мир, стабильность и национальное единство являются основой для реализации мечтаний народа, развития страны и процветания Родины. За годы независимости облик Таджикистана кардинально изменился. От столицы до самых отдаленных сел улучшилось качество жизни. Страна стала активным членом международного сообщества и завоевала авторитет на мировой арене. В честь праздника курсанты, офицеры и солдаты института организовали военный парад. Завершилось мероприятие праздничным угощением для всех участников. В условиях роста населения, изменения климата и продолжительных засух особое значение приобретает развитие устойчивого хлопководства как одного из важных направлений индустриализации страны. В этой связи в дехканских хозяйствах Душанбе по плану проведена посадка хлопка, а в районе Фердауси стартовала акция по сбору урожая хлопка. Подробности в нашем репортаже моих коллег. Устойчивое хлопководство – одна из приоритетных отраслей страны, которой в последние годы уделяется особое внимание. Дехканские хозяйства Душанбе также вносят свой вклад в развитие этой сферы. В районе Фердауси сезон сбора хлопка в этом году начался с хозяйства Далер-98, расположенного в Верхнем Махале Сарикишти. В сборе приняли участие представители исполнительного органа государственной власти города Душанбе и района Фердауси, сотрудники различных структур и пайщики хозяйств. Примечательно, что работники организаций и учреждений района на один день присоединились к фермерам, оказав им поддержку в этом важном деле. Устойчивое хлопководство предлагает применение методов, снижающих негативное воздействие на окружающую среду и повышающих устойчивость к изменению климата. Среди них рациональное орошение, сбалансированная подкормка, улучшенная селекция и семеноводство, а также использование сортов, устойчивых к жаре, болезням
болезням и вредителям. Сегодня в Таджикистане активно внедряются международные стандарты устойчивого развития, в том числе в хлопковых хозяйствах района Фирдауси. Согласно генеральному плану города Душанбе, в районах столицы введены сельскохозяйственные угодья. В районе Фирдауси действуют 295 дихканских хозяйств, общая площадь которых составляет 815 гектаров. В этом году хлопок был посеян на 73 гектарах, часть которых уже убирается. Фермеры района, производя высококачественный хлопок, вносят весомый вклад в индустриализацию страны, обеспечивая сырьем наряду с другими хлопкосеющими регионами республики. В рамках утвержденной программы Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан и исполнительного органа государственной власти и района Фирдауси города Душанбе в микрорайонах Гулбута 1 и 3 состоялось красочное культурное просветительское мероприятие. Его главной целью стало развитие народных ремесел, популяризации национальных традиций и вовлечение женщин в сохранение культурного наследия. Подробности в сюжете моих коллег. Гости мероприятия, которые прошли в микрорайонах Гулбута 1 и 3, смогли увидеть, как местные мастерицы демонстрируют свое искусство от вышивки и ткачества до приготовления традиционных таджикских блюд. Особое внимание привлекли кулинарные мастер-классы, где участницы показали, как готовить хомшурбо, гушт-бирьон по-новому, оши-бурида, фатыр-скаду, а также свежий хлеб и кульча. На мероприятии присутствовали высокие гости, включая заместителя председателя города Душанбе Дильбар Одилзода, руководителя управления по делам женщин и семьи столицы, а также представители женских организаций района Фирдауси. Творческие коллективы встретили их зажигательными танцами и народными играми, создав атмосферу настоящего праздника. Организаторы подчеркнули, что подобные фестивали не только помогают сохранить уникальные ремесла, но и способствуют развитию женского предпринимательства. Ведь многие ремесленницы, работающие на дому, получают возможность представлять свои изделия и кулинарные шедевры широкой аудитории. Гости также смогли увидеть мастерство ремесленников. А вот культура таджикского народа, как отмечают эксперты, отличается богатством и самобытностью. Несмотря на влияние времени и внешних факторов, традиционные ремесла и кухня сохраняют свою аутентичность, особенно в отдаленных районах страны. Фестиваль микрорайона Гулбута 1 и 3 стал еще одним шагом к тому, чтобы передать это наследие молодому поколению. И уже в завершении мероприятия за одним дастарханом собрались и мастера, и гости, и молодые участницы. Они обменивались рецептами, секретами мастерства и строили планы на будущее. Такие встречи не просто сохраняют традиции, они объединяют людей, вдохновляют на творчество и дарят надежду, что богатая культура Таджикистана будет жить и развиваться в руках новых поколений. Ну и последнее. В честь 34-й годовщины независимости Республики Таджикистан в Государственном цирке стартовал новый сезон с премьерой яркой шоу-программы. О том, как прошло это культурное и развлекательное событие, в репортаже моих коллег. Сегодня в Государственном цирке было многолюдно. По инициативе коллектива цирка в рамках празднования 34-й годовщины государственной независимости состоялась особая культурно-развлекательная программа для людей с ограниченными возможностями, солдат и офицеров, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Впервые артисты Государственного цирка представили зрителям новые акробатические номера, которые вызвали живой отклик и восторг в зале. По лицам гостей было видно, что они ощущают внимание и поддержку со стороны правительства Республики Таджикистан и исполнительного органа государственной власти города Душанбе. К мероприятию артисты подготовили яркую программу, которая стала настоящим подарком для зрителей и была показана бесплатно. Выступления отличались высоким уровнем профессионализма и художественного мастерства, что сделало праздник еще более значимым. Репертуар Государственного цирка Таджикистана разнообразен. Это гимнастика, акробатика, дрессировка животных, эквилибристы, клоуны, жонглеры, тяжелоатлеты и фокусники. Сегодня артисты стремятся привнести
национальный колорит, классические жанры циркового искусства. Особое внимание коллектив уделяет благотворительным программам. Накануне праздников здесь традиционно организуются бесплатные представления для инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных семей, а также военнослужащих. Государственный цирк Таджикистана, входящий в систему Министерства культуры республики, остается одним из любимых культурных учреждений столицы. Его руководство постоянно стремится радовать зрителей новыми, яркими и содержательными программами. Праздничное шоу было направлено на то, чтобы отметить День независимости на высоком организационном уровне, подарить радость зрителям и создать атмосферу настоящего праздника для столичных жителей. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу моими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.